Единственный в республике спецкласс для ребят с расстройствами аутистического спектра при Ухтинской школе номер 16 совсем скоро получит уникальное игровое и развивающее оборудование для своих воспитанников. Закупят его на средства гранта главы Коми, который выиграла Ухтинская организация инвалидов. Подробности у Виктории Науменко. Цветовые столы, маты, мягкие кочки, различные утяжелители. Почти 3 десятка игровых деталей совсем скоро появятся прямо в этом учебном классе. Все это будет называться сенсорной зоной. Воспитанникам спецкласса она крайне необходима. Очень важную роль играют утяжелители, когда дети не чувствуют своего тела, то есть на них одеваются утяжелители, тяжелые шарфики, мячики в руки тоже тяжеленькие даются. Это все направлено для того, чтобы регулировать функции своего тела. То есть чтобы не было сенсорного перегруза, когда ребенок может закричать, заплакать, когда не может объяснить, что он устал. Первоклашкам нередко бывает сложно сосредоточиться и удержать внимание на протяжении целого урока, а этим особенно малышам тем более. Такие ребята, к примеру, начинают шуметь, да так, что подчас учителям приходится работать в специальных наушниках. А оборудование сенсорной зоны будет как раз предназначено для полезных игровых перерывов в учебном процессе. Как показывает практика, без них просто не обойтись. На уроках, когда начинаются крики, песни, истерики. Все, что у нас есть, это буквально вот тут 3-4 наших успокоительных средства. Это мячи круглые, кресла, пуфик. Усаживаем, как можем успокаиваем. Что в наших силах, вот я и ассистент пока справляемся так. Важно, что оборудование установят прямо в учебном классе, чтобы никуда специально не водить малышей. В сенсорной зоне с ребятами будут заниматься квалифицированные специалисты по индивидуальному графику в зависимости от регуляторных функций каждого из 6 учеников класса. Занятия будут проходить в перерывах. Также будут проходить занятия на индивидуальных занятиях психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, если не потребуется. И также на уроках, если ребенок не сможет усидеть, мы его отправляем с тьютором или ассистентом в зону сенсорной разгрузки. Он находится с ним совместно. Ребенок успокаивается, далее мы его обратно усаживаем за стол, он сидит, занимается дальше. Обустройство сенсорной зоны обойдется в 275 тысяч рублей. Получить эти средства удалось благодаря выигранному гранту. Инициатором стала мама воспитанницы спецкласса и по совместительству сотрудник Ухтинской организации инвалидов. Именно эта организация выступила в качестве участника грантового конкурса еще в августе. 24 числа было подписано соглашение на оборудование как раз сенсорной комнаты. Оборудование новое, и у нас вообще, в принципе, в Ухте такого не было вообще никогда. То есть, оборудование более 30 наименований. На сегодняшний день поставщик оборудования определен – это московская фирма. Осталось дождаться перечисления грантовых средств и закупки. Представители Ухтинской организации инвалидов подробно ознакомились со списком игровых деталей и заверяют, что их сборка и установка много времени не займет, а потому обустроить сенсорную зону в классе для особых малышей рассчитывают до конца октября. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.